Вот буквально пару фраз, почему мы решили провести концерт в поддержку экоцентра дрот. То есть как только стало известно, что на основании грязного доноса Минюст работает над тем, чтобы навесить клеймо на экологическую организацию и включить в реестр иностранных агентов, у нас сразу возникло такое вот желание поддержать Асхата так, как это возможно. То есть поддержать его публично и сказать о том, что мы не просто поддерживаем экоцентр дрот, мы и в дальнейшем рассчитываем на работу с ним. Собственно, вот последней каплей, которая лично для меня была такой вот, после которой возникла идея провести концерт в поддержку экоцентра дрот, это была пресс-конференция, которую устраивал ОНФ в Политехническом институте. Была конференция экологическая, приглашены экологические организации, кроме экоцентра дрот. Когда я стала спрашивать у организаторов, я говорю, а почему нет Асхата Каюмова? Сказали, так, пожавшись, знаете, он теперь иностранный агент, и как-то неловко приглашать, как-нибудь давайте, в общем, без него обойдемся. То есть вот такое вот чувство несправедливости. То есть использовать интеллектуальные возможности Асхата по работе над проблемой Чебоксарского водохранилища можно, использовать все его труды, наработки, время, все это использовать можно, а пригласить и выступить уже нельзя, потому что как-то неловко. И вот это вот клеймо «иностранный агент», да, мы понимали, что это не просто включение в реестр и уплаты штрафа, это значит в дальнейшем все меньше и меньше возможностей высказывать свою позицию публично. И там вот на этой пресс-конференции в НФ власти, по сути дела, разговаривали сами с собой. То есть вот при всем уважении к экологическим организациям, которые у нас в городе и в регионе существуют, по сути дела, дрот – это единственно реально работающая экологическая организация. Та организация, которая очень четко высказывает свою позицию и не боится ее озвучить, если она не совпадает с позицией властей. А только на основании диалога, на основании двух разных позиций возможно вообще что-либо сдвинуть с мертвой точки. То есть когда все говорят одно и то же, не возникает диалога. И власти разговаривают сами с собой. И поэтому мы решили, значит, что будем организовывать публичную акцию и сделаем это максимально ярко. То есть решили, сначала была идея такая, может быть, пикет, может быть, митинг, но это получалось не так вот позитивно. Мы решили именно вот сделать позитивную акцию. Поэтому вот идея с концертом, она как-то вот сразу возникла, и мы стали работать с художественными коллективами города. Смогут ли они прийти и поучаствовать в благотворительном концерте. То есть изначально такое вот условие. Никто никому ни за что не платит. То есть это чисто гражданская позиция творческих коллективов города. Вы придите и поддержите экологическую организацию. И надо сказать, что у нас откликнулось очень большое количество коллективов города. Это и музыканты, и танцевальные коллективы, и артисты оригинального жанра. То есть откликнулись люди, которые придут выступить в поддержку экоцентра и заявить свою гражданскую позицию. Вот мы сейчас готовим уже окончательный список участников нашего концерта. У нас там будет много сюрпризов, там будут и танцы, там будет и флейта. Сейчас ведутся переговоры с Вадимом Демидовым, то есть мы думаем, что группа Хронополь, просто сам Вадим Демидов там лично примут участие, и будет Александр Пичугин, известный наш журналист ННТВ, он, оказывается, музыкант, очень хороший, он тоже откликнулся на наше предложение, придет и выступит в концерте. Мы получили согласование со всеми